Лекарства от гастрита, болезней печени, почек, укрепления костей, суставов, повышения иммунитета. Сегодня исламская медицина предлагает лекарства практически от любого заболевания. Но так ли безопасны данные препараты? Мнения врачей и покупателей разделились. Кому-то удалось победить тяжелый недуг при помощи трав и масел, а кто-то до сих пор страдает от последствий самолечения. У каждого врача, рассказывает терапевт Пятимат Евлоева, под присмотром десятки, если не больше, пациентов с тяжелыми осложнениями хронических заболеваний и аллергическими реакциями, которые вызваны употреблением лекарств из исламских магазинов без предварительной консультации с врачом. Была пациентка, потом муж стеснялся приходить к врачу. После приема препарата Кист Аль-Хинди у них нарушилась функция кишечника, причем в тяжелой форме, похудели очень сильно, даже больше 10-15 килограммов было похудение, появилась температура. Проблема здесь не столько в самих препаратах, сколько в их неправильном употреблении и самостоятельном назначении, считает врач. Масла, травы и таблетки, продающиеся в исламских магазинах, не являются лекарствами, а могут использоваться лишь как дополнение к лечению, в качестве биологически активной добавки к пище. Но и здесь главное убедиться в качестве продукта. Зачастую составы препаратов не имеют отношения к восточной медицине. На этикетке, кроме названия, лекарства на арабском языке, на обороте маленьким шрифтом «Страна-производитель Китай». Такие подделки могут нанести серьезный вред здоровью и распространяются чаще всего в социальных сетях. Для эксперимента зайдем на случайно выбранные страницы в Инстаграме с товарами исламской медицины и покажем их состав врачу. А вот смотрите, желудок, язва, гастрит, вздутие, псориаз. Вот здесь тоже препарат, состав его: семена льна, золототысячник, куркума цветочная. Вот сколько составов заявлены? Честно, при язве, при гастрите острые такое исключается. А при псориазе вообще может вызвать реакцию на эти все травы. Там же как гипоаллергенная диета должна быть. И назначаются антигистамины, чтобы зуда меньше было. Они, наоборот, провоцируют. То есть это, наоборот, даже может принести вред. На таких страницах можно найти лекарства от любой болезни. Обещают даже излечить от онкологии и коронавируса. Такие интернет-магазины называют себя исламскими аптеками. Но это не более чем рекламный ход, поясняют в Росздравнадзоре. Если аптека называет себя аптека, исламская аптека, то слово аптека они использовать не могут. Потому что сегодня у нас аптека – это фармацевтическая организация, которая имеет соответствующую лицензию, которую выдают органы исполнительной власти, и она, соответственно, должна соответствовать требованиям, которые установлены законодательством для аптеки. Если препарат в страну привезен из других государств, то у продавца должны быть соответствующие документы, говорят представители Росздравнадзора. Если сертификатов и прочих документов у владельцев магазинов нет, то, скорее всего, вы наткнулись на китайскую подделку. Только травяные сборы и масляные составы от качественного производителя могут положительно влиять на ваше здоровье. С этим согласны и врачи. Это подтверждается и отзывами людей, которые применяют такие лекарства с разрешения медиков и приобретают их только в проверенных магазинах. Ты видишь, пальцы, да? Они же разные, 5 пальцев. Также и у людей. У них все разные пальцы, вообще скажешь так. Разные отпечатки. И, соответственно, организмы разные у всех. У кого-то сердечное давление, не знаю, у кого-то нормально с этим. Естественно, в первую очередь, перед тем, как что-то употреблять, именно исламскую продукцию, нужно провериться, проконсультироваться, сдать анализы. Это, конечно, трудоемкий процесс, и не всем хочется этим заниматься. Мы все занятые люди, кто-то работает, у кого-то семья, но и тем не менее это в обязательном порядке нужно делать. К исламской медицине я отношусь, естественно, положительно. Это медицина пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из них пользовался я, например, Кист Аль-Хинди. Он сильно улучшает иммунитет. Серьезных болезней или осложнений у меня не было. Например, бывают люди, у которых сахарный диабет и много чего противопоказано. И они, конечно же, должны смотреть в интернете, интересоваться и просто так любое лекарство не использовать. Естественно, им нужно всегда держать в курсе своего врача. Не стоит также забывать, что на фоне все больше распространяющейся по стране эпидемии коронавируса увиливать от визита к врачу попросту опасно. В таких случаях рецепты народной медицины могут быть только сопутствующим лечением, а жизнь и здоровье лучше доверить профессионалам. Амина Бокова, Асхаб Белакеев, Новости 24.